И мы знаем, что в Коране сказано обо всем. «Валя радби валя ябисин илля фи китабин мубин». В Коране нет ничего, чего бы не было сказано в нем. И даже очень интересная история с учеником имама Раббани произошла, когда его Шах Акбар, это могольский ставленник, он захотел сделать новую религию во время имама Раббани, новую религию, когда он хотел соединить христианство и иудаизм от ислама, по его умозаключению сделать новую религию, которая была бы, в кавычках, совершенной. И имам Раббани своим пером вышел против него. В будущем внук Шаха Акбара становится муридом, учеником имама Раббани. И мы знаем, что Индия становится мусульманской. То есть ислам распространяется, пока не приходят английские захватчики. И вот Шах Акбар ловит ученика, близкого ученика имама Раббани перед казнью. Он пытается его унизить, поиздеваться над ним и задает такие вопросы. Вы говорите, что в Коране есть все. Да, говорит, в Коране есть все. Вы говорите, что в Коране сказано обо всем. Конечно, «Валя радби валя ябисин илля фи китабин мубин». В Коране есть все. И что Расулуллах не лгал? Конечно. «Вама янтику анил хава ин хуа илля вахью юха». Все, что говорил Расулуллах, опиралось на откровение, божественное откровение. Поэтому мы верим во все. Все, что есть в Коране, все, что есть в этой вселенной, есть в Коране. Только некоторые вещи мы не можем понять. И если в Коране есть все, то что говорит Коран о моей лысине, сказал он, Шах Акбар. Он был маленького роста, не очень красивой наружности и лысый. Если в Коране есть обо всем, а я такой великий человек, то неужели не сказано о моей лысине? И тогда ученик имама Раббани сказал, о твоей лысине тоже сказано. Когда почва хорошая и благодатная, на ней растут прекрасные плоды. Но если почва плохая, на ней ничего не растет, или только сорняки. Конечно же, его казнили, но он дал достойный ответ, достойный мусульманского алима.